Я благодарю Тебя еще до того, как это произойдет. Слава Богу, ангел говорит, что кто-то не разговаривает с тобой, но он собирается пойти на большой риск ради тебя. Они попытаются спасти вас любой ценой. Они хотят принести вам много счастья в вашу жизнь. Они планируют попросить вас о продолжении отношений, потому что хотят защитить вас от нынешней ситуации. Этот человек придет и даст вам обязательства, о которых вы просили. Вы получаете послание через Дом Божий. Подпишитесь на наш канал, чтобы держать этот портал открытым и продолжать привлекать эти мощные небесные послания. Ангелы поддерживают человека, который идет на любой риск ради вас. Напишите 555, чтобы принести позитивные изменения. Настоящая любовь приближается. Вы заслуживаете медленной, незамысловатой, неторопливой, безопасной, стабильной и последовательной любви. Вы заслуживаете этой любви, вы заслуживаете того, кто вам подходит. Если вы уверены в этом, напишите 1111, если вы это чувствуете. Бог говорит: «Я слышу твою молитву, ты получишь необходимые тебе финансовые средства и возможность всей жизни». Вы испытаете исцеление в своем теле и увидите, как исполняется ваша мечта. Нажмите «Нравится», если вы верите. Бог говорит: тебе нужно подготовиться, то, что ты сейчас имеешь, не навсегда. У меня есть взрывные благословения, которые придут к тебе. Я подниму тебя выше, чем твоя зарплата, я благословлю тебя выше, чем твой обычный доход. Я внезапно изменю все в твоей жизни. Это вам напоминание о том, что Бог слышит ваши молитвы и видит ваши слезы, и ваш ответ уже в пути. Бог знает о серьезности и срочности вашей ситуации. Он, несомненно, будет присутствовать в вашей жизни, поэтому вставайте и начинайте свой день. Не волнуйтесь, Бог с вами. Бог говорит, что у тебя все получится, потому что я нашел тебя не просто так. Ваша жизнь не случайность, вы чемпион. Поставьте лайк этому видео, если вы верите, что Бог выведет вас из этой ситуации своей могучей рукой. Не будет даже намека на проблему, которая повлияет на вас. Вы пройдете через это без последствий. У вас не будет вида того, через что вы прошли. Вы просто будете примером Божьей славы и благосклонности. Благодарите Бога за это. Бог говорит вам сегодня, что Он услышал ваши молитвы и увидел ваши слезы. В той финансовой ситуации ожидайте чуда, в страшном диагнозе ожидайте чуда, в разрушенных отношениях ожидайте чуда. В эти выходные я открою для вас путь, я знаю, через что вы проходите, потому что я знаю ваше сердце. В этот следующий сезон вашей жизни я приведу к вам людей, которые помогут вам. Они не будут мешать вам. Они будут ободрять вас. Они не будут осуждать вас. Они не являются частью вашего прошлого и не будут напоминать вам о нем. Сосредоточьтесь на мне, и скоро все изменится в вашу пользу. У Бога есть прекрасный план для вашей жизни. Будут трудные дни, и вы устанете, но доверьтесь Его путям и Его совершенным срокам. Ваши благословения придут, и пока вы боретесь, знайте, что ваши молитвы могут многое изменить. С вами должно произойти что-то важное. Не препятствуйте этому, думая негативно или сомневаясь, возможно ли это. Сомнение –
беспокойство и недоверие только задерживают процесс. Отпустите это и позвольте Богу действовать. Он говорит, что не забывайте, что Он всегда с вами в хорошие и плохие дни, во время радости и слез, в благословениях и испытаниях. Через что бы вы ни проходили, я рядом с вами каждый день, каждую ночь, каждый шаг на этом пути. Я люблю тебя и не оставлю тебя. Доверься мне, что я буду наблюдать за тобой и быть верным в каждом времени, через которое ты проходишь. Молиться за своих друзей очень важно, потому что иногда им предстоят битвы, о которых вы даже не слышите. Позаботьтесь о том, чтобы они были прикрыты. Бог говорит, что нужно каждый день поддерживать высокие стандарты для себя, что ваша семья, друзья и коллеги по работе смотрят на вас как на источник вдохновения. Будьте начеку, повышайте вибрации в любом окружении, в котором окажетесь, доверьтесь мне и позвольте себе это. Величие заложено в вашей ДНК. Каждый день у вас есть новая возможность развивать новые идеи, ставить новые цели и покорять новые горы. В вас есть что-то особенное, в вас есть величие, вы никогда не знаете, когда Бог благословит вас. Хорошие вещи случаются, когда вы меньше всего этого ожидаете. Я молюсь о том, чтобы Бог благословил вас до конца месяца, когда все вокруг трясется, а Бог работает. Так легко забыть, что Бог может использовать даже самую болезненную и безнадежную ситуацию, чтобы показать свою любовь и верность нам. Поэтому сегодня мы напоминаем, что в вашей боли Бог делает что-то, чего вы, возможно, сейчас не понимаете, но продолжайте доверять Ему, подчиняться Его воле и поклоняться Ему. Бог не допускает ничего без цели, и сегодня Вселенная говорит вам, что в вашей жизни необходим баланс, и сейчас самое время позаботиться о себе во всех аспектах. Самооценка, самоуважение и чувство собственного достоинства – одни из самых важных качеств, которыми вы обладаете. Когда самооценка и самоуважение сильны, вы принимаете для себя только самое лучшее, и это отражается на всех сферах вашей жизни. Если вы верите, что Бог собирается изменить что-то в вашей жизни, Он сделает так, что все необходимое придет к вам. Вы не смогли бы сделать это сами, у вас не было связей, опыта или фундамента, но вы оставили Бога на первом месте. Вы были верны, вы почтили Бога своей жизнью, и теперь Он заставит события течь в вашу сторону, от беспокойства к безопасности, от аренды к собственности, от работника к работодателю, от нехватки к изобилию, от простого выживания к проявлению. Бог сделает что-то новое в вашей жизни, будьте готовы. Часто, доверившись другим людям, вы разочаровываетесь, независимо от их обещаний и самых лучших намерений. Человек ограничен в мудрости, любви, силе и способностях, поэтому всегда лучше полностью довериться Богу. Во всем лучше полагаться на Него как на высший источник. Слова Бога говорят о том, что лучше уповать на Господа, чем на человека, лучше уповать на Господа, чем на князей. Бог говорит: «Я избрал тебя, я призвал тебя для определенной цели, у меня есть план для твоей жизни, и этот план состоит в том, чтобы все содействовало твоему благу». Вы можете быть сбиты с толку или обескуражены, но помните, что Он назвал вас золотым, чтобы Бог, источник надежды, полностью наполнил вас радостью и миром, потому что вы доверяете Ему, чтобы вы переполнились уверенностью:
и надеждой силой Святого Духа. У Бога на пути есть нужный человек, который проявит к вам благосклонность. Эти отношения изменят ход вашей жизни к лучшему. Бог говорит, что каждый раз, когда вы думаете, что вас отвергают, Он на самом деле перенаправляет вас к чему-то лучшему. Попросите у Него силы двигаться вперед. Бог говорит: «Храните мир и знайте, что Я Бог». Вы можете придумать 100 вещей, которые могут пойти не так, но Бог привел вас сюда не для того, чтобы бросить вас. Он не дает проблемам победить вас. Будьте спокойны, вы находитесь в центре чуда. Бог говорит: внимательно выслушайте эти слова и сохраните их в своем сердце. Я обнимаю вас и всегда нахожусь рядом с вами в те моменты, когда вы чувствуете, что больше не можете этого вынести. Поэтому я хочу, чтобы вы хорошо запомнили: когда на вас нападает печаль, думайте обо мне, а не концентрируйте свои чувства на одиночестве. Я с вами – это правда. Произнесите мое имя, обнимите меня в своем сердце и перестаньте проливать слезы из-за грустных воспоминаний. Не позволяйте плохим временам укорениться в вашей душе и не придавайте значения прошлому, которое уже не вернется. Не кормите мысли и ложь, которые хотят занять место в вашем сознании и разрушают вас. Вспомните мою жертву на кресте, где я заплатил за ваши грехи своей могущественной кровью. Вспомните о моем славном воскресении, ибо я пришел воскресить ваши мечты, преобразить ваше существование и дать вам вечную жизнь. Я дам вам силу, в которой нуждается ваше сердце, ибо вы прошли через многие трудности в этой жизни, но не сдались, и вот вы снова поднимаетесь. Ты, моя дочь, мой сын, и ты несешь в себе мою силу. Сегодня ты продолжишь путь к своим благословениям, и ничто и никто не сможет остановить тебя. Я буду вливать в тебя мудрость и открывать тебе пути, устраняя препятствия, чтобы ты вновь обрел то хорошее, что, как ты считал, потерял. Секрет свободы, процветания, мира и благословения, к которым вы стремитесь, заключается в том, чтобы вы верили в то, что я говорю вам, не останавливались и не прекращали двигаться вперед, не боялись проблем и врагов, которые пытаются вас победить. Я знаю, что всегда помогаю вам, и сегодня я также буду помогать вам в вашей жизни, творя великие чудеса. Вам нужно только верить, искать меня и подниматься, и вы обязательно добьетесь победы. Не позволяйте сомнениям помешать вам почувствовать эту любовь, которой я вас укрываю. Помните, что вам не придется проходить свой путь с ощущением пустоты, ибо я всегда буду с вами, вчера, сегодня и вовеки. Мое желание – помочь вам, поддержать вас, наполнить вас силой, ободрить и поднять вас. Вы увидите, как моя сверхъестественная сила действует в вашей жизни. Напишите 777, если вы верите. Бог говорит: вы достигаете более высокого уровня веры, пришло время увидеть духом великие и удивительные вещи, которые я открою вам. Я обещал в моем слове и сказал вам, что если вы будете взывать с верой, то я приду сюда, чтобы показать вам мою силу. Время пришло, поэтому вы должны быть внимательны и чутки к моему голосу, сосредоточиться на моем написанном слове, прислушаться сердцем к моей благословенной воле и приготовиться к году обильных благословений.
Хотя другие могут быть обескуражены и хотят сдаться, вы станете светом для народов. Вы станете источником ободрения и силы для своей жизни и своих друзей. Люди будут удивляться тому, как в вас проявляется моя чудесная сила, а они станут свидетелями чудес, которые превратят печаль ваших близких в радость. Прошедшие дни страданий и неприятностей превратятся в дни, наполненные удивительными чудесами, дающими понять, что я контролирую ситуацию и нахожусь здесь, чтобы помочь и поддержать вас без всяких условий. Вы всегда будете искать и любить меня, а я никогда не перестану любить вас. Я точно знаю, что тебе сейчас нужно, что известно только тебе и мне, что тебя волнует и о чем ты плачешь. Для меня это не секрет. Поделись со мной своей болью и расскажи во всех подробностях о причине своего недуга. Хотя я уже знаю ваши мысли и причины, по которым вы выражаете то, что чувствуете, вы увидите, как ваш дух начнет исцеляться, и вся путаница в ваших эмоциях рассеется. К вам вернутся радость и покой. Преклоните колени и с молитвой расскажите мне о том, что вы чувствуете. Я хочу выслушать вас и исцелить вашу душу, чтобы вы больше не страдали. Вы имеете право на жизнь, полную счастья и свободы. Я хочу, чтобы вы увидели, как исполняются ваши мечты и завершаются начатые вами проекты. Вы увидите, как ваша семья растет и процветает, наслаждаясь благополучием во всем, что она делает. Я создал вас не для того, чтобы вы жили в унынии и печали, а для того, чтобы вы жили в полноте. Я отдал свою жизнь на кресте и воскрес с силой, чтобы вы были исполнены мужества и силы, чтобы вы могли стать вечным победителем и вечно наслаждаться моей любовью в моем присутствии. Вам еще долго жить, и вы будете жить в победе. Верьте в мое слово и в свою жизнь, и каждый день моя сила и слава будут проявляться. Вы были созданы и избраны для того, чтобы стать свидетелем многих чудес. Я написал твою судьбу своей рукой, и моя любовь никогда не подводила тебя. Вы покорите землю обетованную, преодолейте одиночество и печаль верой в мое чудесное слово. Не беспокойтесь о предстоящих днях. Я точно знаю, в чем вы нуждаетесь, и обеспечу вам пропитание, расходы и предметы первой необходимости. Я прошу вас только верить, идти с верой и ответственно трудиться, доверяя моим обещаниям. Никогда не переставайте верить. Аминь. Бог говорит, вы ходите в уверенности, ваша победа обеспечена. На кресте все ваши грехи были оплачены. Эти слова обладают значительной силой. Это ваше вечное прощение и спасение. Держитесь за них и закройте уши от негативных голосов, которые влекут вас в печаль, удерживая вашу душу в пучине депрессии. Эти слова исцеляют вас в этот самый момент. Мой Святой Дух касается вашего сердца и снимает с вас гнетущее бремя. Встаньте, сегодня вы свободны. Поднимите руки в победе. Я приготовил для вас путь, полный чудес и благословений, превосходящий все мыслимые ожидания. Поверь в меня и узри славу моего присутствия. Я всегда здесь слушаю ваши просьбы и отвечаю на них любовью и заботой. Вы всегда можете рассчитывать на меня,
ибо я всегда стремлюсь к вашему благополучию и счастью. Ходите спокойно, ибо я укрепляю вашу душу. Когда вы окажетесь в своей комнате, закройте дверь и преклоните колени. Темные тучи рассеются, и вы победите. Вы благословите свою семью и всех, кто вас окружает. Я владею ключом к жизни и здоровью, поэтому верьте, что, когда вы обратитесь ко мне, многие двери откроются. Я буду отвечать на ваши просьбы буква за буквой, слово за словом. Я люблю слушать вас в любое время суток, рано утром, днем и вечером. Ваше тело может устать, но я наблюдаю за вашей верой, когда вы рассказываете мне свои сокровенные тайны, беспокойство, нервозность и отчаяние исчезают. Мой Святой Дух отменяет все ваши тревоги. Этот сверхъестественный мир преображает все ваше существо, уничтожает ваши сомнения и вырывает с корнем ваши негативные мысли, записывая в вашем сознании мои божественные обещания, которые побуждают вас каждый день с уверенностью подниматься, глядя в зеркало. Откройте глаза, поверьте моему слову, оцените красоту, которая течет в вашей жизни, ибо моя божественная любовь сияет в вас. Прислушивайтесь к моему голосу, я ваш проводник и защитник. Я всегда рядом с вами, чтобы защитить вас на каждом шагу и помочь вам преодолеть любое препятствие на вашем пути. Моя любовь и защита покрывают вас, поэтому не беспокойтесь ни о чем. В моем присутствии нечего бояться, и я всегда буду рядом с вами, чтобы защищать вас и направлять во всем, что вы делаете. Верьте в меня, моя любовь и сила сильнее любых препятствий и испытаний. Бог говорит: я буду идти, глядя прямо перед собой, сосредоточившись на том, что передо мной. Я буду идти к своей победе с гордо поднятой головой, зная, что ты рядом со мной. Я смотрю на тебя с нежностью, ты как маленький ребенок, нежный сердцем, и я всегда буду нуждаться в твоей любви. Ты излил на меня свой Святой Дух, ту же силу, с помощью которой ты сотворил Вселенную. Я не труслив, у меня есть самообладание. Мои слова приятны, успокаивают и поднимают настроение. Я никогда не жалуюсь и не отчаиваюсь. Вы показываете мне сильную и истинную веру. Я отвращусь от греха, отвергну нечестие. Я не открою свой ум для раздора и не буду опускать свой язык, чтобы вредить другим. Я хочу, чтобы из моих уст с этого дня исходили только приятные слова, которые ободряют и поднимают настроение окружающим меня людям. Я буду строить свой дом на твоих обещаниях. Я не буду бояться, ты изменишь мой характер и дашь мне мудрость, так что многие мои проблемы останутся позади, и в моем доме воцарятся мир и гармония. Ты избрал меня еще до основания этого мира, чтобы я принимал и распоряжался твоими дарами. Я буду вождем поколений, я закрою пасть львам, и я уничтожу противника. Я буду проходить через змей и скорпионов, я буду побеждать во всех своих планах и путях. Я буду уповать на твою сверхъестественную силу, я не буду бояться перед лицом трудностей, которые кажутся невозможными. Я буду сохранять терпение и смирение. Я верю и осознаю, что рожден не для того, чтобы терпеть неудачи. Я буду подобен дереву, посаженному у водных потоков,
приносящему плоды в свое время и преуспевающему во всем, что я делаю. Если я не буду не бояться, не падать духом, если я буду верить, искать Тебя и повиноваться Твоему Слову, то мои плоды будут процветать в изобилии, и все окружающие будут благословлены. Теперь я знаю, как побеждать в сражениях. Я буду изливать свое сердце в молитве, и я знаю, что Ты ответишь мне любовью, лаской, заботой и добротой. Я буду идти вперед спокойно и уверенно, зная, что Твоя рука ведет меня к победе. Я говорю это сейчас, я хочу и принимаю это благословение. Я пишу его своей рукой, я кричу его от всего сердца, я принимаю его. Аминь. Напишите 10:10, если вы готовы. Бог говорит: «Я стираю ваше прошлое, восстанавливаю ваше настоящее и благословляю ваше будущее». Даже если сегодня ты чувствуешь себя плохо и видишь вокруг только неприятности, мое слово утверждает: все хорошее, что ты просил у меня, ты получишь. Но помните также, что мои планы святее, величественные, прекраснее и могущественнее. Если вы не получаете того, о чем просили, то это потому, что я пошлю вам нечто гораздо лучшее. Если люди уходят из вашей жизни, это потому, что я хочу, чтобы вы были свободны и освободились от бремени, которое вы носите в своем сердце. Я расчищу ваши пути и выведу вас на более высокие, сверхъестественные духовные уровни. Я делаю это потому, что люблю вас. Я позволю вам встретить особенных людей, которые будут по-настоящему заботиться о вас, строить вас, защищать и любить вас. Не цепляйтесь за неблагодарных людей, которые могут предложить вам только нездоровую любовь. Бегите от жестоких и держитесь подальше от жестоких. Не отдавайте свою жизнь и жизнь своих детей на волю людей, которыми управляет враг. Мое слово истина, мои обещания реальны, и то, что я говорю вам, будет исполнено. Ответьте мне своей верой, своей преданностью, своей капитуляцией и своим доверием, и тогда вы почувствуете уверенность в том, что эти благословения скоро осуществятся. Я говорю вам серьезно, послушайте меня. Это не игра. Мне не нужны ваши неудачи. Вы хотели получить слово или знак, и сегодня я говорю с вами. У меня для тебя большие планы, будущее в счастье, изобилии и силе, но ты должен держаться подальше от дурного влияния. Будьте готовы встать и идти туда, куда я пошлю вас. Вы в моих руках, я обеспечу вас, я укажу вам путь, шаги, которые вы должны сделать, и дела, которые вы должны совершить. Приходите и слушайте мои послания на рассвете. Я буду питать вас своим словом и укреплять вашу веру. Вы начинаете новый этап своей жизни. Окна небес открыты, и на вас прольется восстанавливающий дождь. День вашего исцеления настал. Раскройте руки и примите эту божественную реку счастья. Закройте уши, не обращайте внимания на слова тех, кто проповедует только кризис и разрушение. Действительно, этот мир не улучшается и становится все хуже и хуже, но человечество отреклось от меня и предпочитает жить в грехе. Однако вы и ваша семья находитесь под сенью всемогущего, вы под защитой любви.
Я радуюсь, обеспечивая вас всем необходимым. Бог говорит, что в святом изобилии, которое окружает вас, многие вокруг вас будут жаловаться на нехватку. Но вы будете радоваться, получая дары в виде моего голоса, который говорит с вами каждый день, и благословений, свидетелями которых вы становитесь. Но еще больше вы будете радоваться ответам на ваши молитвы, потому что мой чудесный план разворачивается в идеальные сроки, исполняя все мои обещания. Я прошу вас сохранять смирение и сострадание. Кормите голодных, помогайте нуждающимся и разумно распоряжайтесь полученными благословениями. Не растрачивайте их на пустые пиры и пороки, порабощающие ваше существо. Я повелеваю вам прилагать усилия и быть мужественными, твердо отказываясь использовать это благословение на вещи или людей, которые введут вас в грех или ввергнут в заблуждение. Если вы будете хорошо управлять, я буду процветать и дальше. Подойдите, дайте мне минуту. Ищите меня, ждите, слушайте и получайте это слово каждый день, чтобы укрепить свою веру, получить необходимый разум и большую духовную чувствительность, чтобы мужественно встретить успех, который вас ожидает. Я наделяю вас уверенностью в характере, чтобы вы отвергли ложных друзей и не оступились. В этот момент я пишу эти слова в вашем сердце. Я стираю ваше прошлое, если вы сдержите мое слово и отвернитесь от зла. Ваш вечный триумф гарантирован. Я восстанавливаю ваше настоящее и благословляю вас быть светом для многих. Верьте в мое слово часами, не переставая, и приходите в мое присутствие, чтобы с уверенностью принять любовь, которая укрепит вас. Мой завет любви с вами нерушим, он запечатан моей собственной кровью. Я пришел, чтобы найти вас среди ваших трудностей и несовершенств, чтобы показать вам, как сильно я люблю вас и что я никогда не выпущу вас из своей руки. Я сказал тебе, это написано, и я это исполню. Отдай мне свою любовь и отдай мне свою жизнь, чтобы твои глаза могли смотреть на мои пути. Отдай первое место тебе и твоей семье, и я благословлю их. Прокричите громко «Аминь» и напишите своими руками. И если вы хотите, чтобы другие получили благословение, которое пришло в ваши руки, поделитесь этим письмом с теми, кого вы так любите и кто нуждается во мне. Присоединяйтесь к моей армии добрых вестей, и пусть мы продолжим благословлять жизни. Аминь. Напишите «Аминь», если вы верите, что получите это сегодня. Если вам понравилось это видео, нажмите лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы усилить связь с порталом сознания. Да благословит вас Господь!